Добрый день, в эфире новости, в студии Джангал Мырзаду и Шинбекова. Алмазбек Атамбаев подписал новый уголовно-процессуальный кодекс. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. В документ внесено немало поправок, пересмотрены многие понятия. В частности, отмечается, что с учетом этих изменений в правоохранительных органах требуется создание и введение единого реестра преступлений и проступков. В УПК появляются три вида процессуального соглашения: процессуальное сотрудничество, соглашение о признании вины и соглашение о примирении сторон. Вводится институт следственного судьи. Серьезной реформе также подверглись главы о доказательствах и доказывании и еще ряд серьезнейших нововведений, в действие которые вступят с начала 2019 года. Сразу два подразделения МВД лишились своих руководителей. Министр внутренних дел Улан Исраилов отстранил от должности начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью ГУБОП Мирлана Каниметова, а также главу Главного управления уголовного розыска ГУР Адильбека Ботобаева. Официальная причина увольнения – за служебное несоответствие. По итогам прошедшей на минувшей неделе коллегии МВД сообщалось об отстранении с занимаемых должностей ряда чиновников правоохранительных органов за серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности веренных подразделений. Как пережить холода в Нарыне, если на улице минус 38, а льготная цена на электроэнергию лишь до 700 киловатт-часов в месяц? Нарынчане вышли на митинг с требованием пересмотреть тарифы на электроэнергию. Жители обращаются к правительству с этой просьбой из-за чрезвычайно суровых климатических условий. Они просят закрепить для них в зимний период тариф по 77 тыинов при потреблении до 2000 киловатт-часов, при этом проконтролировать цены на уголь. Эту проблему ранее признавала и администрация области. С наступлением холодов уголь там резко подорожал. Ранее сообщалось, что проблемы есть и с нехваткой, и доставкой твердого топлива. Сейчас жители Нарына покупают уголь по 4000 сомов за тонну, при том, что себестоимость тонны угля с месторождения Каракече составляет 2300 сомов. В этой связи жители самого холодного региона вынуждены дополнительно включать обогреватели, а так как сверхустановленного лимита оплата считается уже по 2 сома 16 тыинов, счет за электроэнергию доходит до 5000 сомов в месяц. Таирбек Сарпашев должен быть отстранен от должности главы ГРС, а его действия, связанные с перерегистрацией собственности Максима Бакиева, должна проверить прокуратура. Народные избранники обратились к премьер-министру с просьбой рассмотреть соответствие с должностью чиновника. Речь идет об участке, расположенном в столице по адресу Скрябина, 45. Ранее по этому адресу были зарегистрированы десяток фирм Максима Бакиева. Несмотря на наложенный арест, гектар земли в центре Бишкека был продан. Теперь депутаты выясняют, кто виноват в незаконной операции. Игорь Потанин продолжит тему. Участок земли вот за этим забором может стоить главе ГРС Таирбеку Сарпашеву не только должности, но и свободы. Депутаты Джгурку Кенеша намерены проверить, на каком основании ответственные органы перерегистрировали собственность Максима Бакиева на третьих лиц. Законность этого решения сейчас проверяет Генеральная прокуратура. Однако депутаты уверены, в сделке с участком, расположенным в Бишкеке по адресу Скрябина, 45, был явный сговор. Замешаны многие – и суды, и прокуроры, и собственники. Однако одну из ключевых ролей здесь сыграл именно Таирбек Сарпашев. В минувшую пятницу этот вопрос стал темой дискуссии на заседании парламентской фракции «Республика Атаджурт». Депутаты направили премьеру письмо с просьбой проверить на соответствие Сарпашева занимаемой должности. Сам Сарпашев за собой вины не чувствует. Утверждает, что делал все на основании документов. Однако то, что прокуратура предупреждала его о недопустимости переоформления, почему-то забывает. Истина бирюля. Bizde bugün күнде на тот день, когда производили регистрацию, арестов не было по решению суда. Нам надо было исполнить решение суда. Неисполнение суда, вы знаете, какую ответственность повлечет за собой. Члены комиссии, которые сейчас работают по расследованию факта перерегистрации собственности Максима Бакиева, говорят, что чиновники провернули настоящее рейдерство, а значит, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Участок земли в центре Бишкека должен был быть национализирован, поэтому теперь должна быть проведена детальная проверка. За перерегистрацию данного участка должны ответить все те, кто замешаны в этом цепочке. Это судьи,
Это представитель государственной регистрационной службы и сам лично Таирбек Сарпашев, поскольку лично его письмо, указание было основанием для неисполнения предписания прокурора. А прокуратура черным по белому писала письмо о том, чтобы приостановить исполнение решения суда, поскольку это решение суда имеет поддельный характер. Не было самого судебного процесса. Они били тревогу. И на самом деле, если Сарпашев удостоился бы написать письмо прокурору с просьбой разъяснения о том, чтобы те выслали решение суда о приостановлении исполнения решения суда, поскольку городской суд, апелляционный суд, отменил то решение первой инстанции, о котором снимался арест. Однако правительство к чиновникам никаких мер не предприняло. Несмотря на обращение депутатов, вопрос ответственности Таирбека Сарпашева не рассматривался. Фракция Республика Таджурт, они вынесли письмо в правительство об отставке Сарпашева. Я не в курсе. Все уже началось. Куратор там Панкрат. К слову, это уже не первый раз, когда чиновникам интересуются следственные органы и депутатская комиссия. В прошлом созыве Джугурку Кинеша Сарпашева проверяли на нарушения, связанные с тендерами. Фирма его семьи «Градиент» удивительным образом постоянно побеждала в конкурсах на государственные заказы. Тогда чиновнику удалось выйти сухим из воды, несмотря на многочисленные факты, выявленные законодателями. Удастся ли избежать наказания на этот раз – большой вопрос. Игорь Потанин, Бакыт Кошалиев, НТС. Проблемы с семенами и ГСМ, и это в преддверии начала весенне-полевых работ. Этот факт сегодня признал первый вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев на заседании парламентского комитета по аграрной политике. По его словам, крестьяне используют разные сорта семян, многие не получают необходимого количества урожая. Площадь посевов в этом году составит чуть более 1 200 000 гектаров. По-прежнему наблюдается сокращение посевных площадей. Около 400 000 тонн зерна Кыргызстан получает из соседних стран и лишь 100 000 тонн производим сами. В то же время, несмотря на высокий уровень сахарной свеклы, обеспечить страну сахаром получается лишь на 75%. Не хватает производственных мощностей, до сих пор не запущен перерабатывающий завод «Кошой». Детская смертность на дороге выросла на 33%. Эти данные за минувший год озвучили в МВД. За минувший год травмы в ДТП получили 1754 ребенка, погибло 128. Почти в половине летальных случаев на детей были совершены наезды. Почти в 40% случаев дети находились в машине, 5% на велосипеде. Озвученные данные по республике являются высокими показателями аварийности на дорогах. Нет трудового договора – депортируют. Это новое правило коснется мигрантов из стран ЕС. Такой законопроект разработали в МВД Российской Федерации. Исключение составляют граждане Беларуси. Они освобождены от получения миграционной карты. Инициаторы поправок считают, что таким образом будет возможно контролировать соблюдение сроков пребывания в России граждан государств-членов ЕС. Кроме того, для нарушителей также будет предусмотрен и денежный штраф за отсутствие трудового или гражданско-правового договоров на сумму от 2 до 5 тысяч рублей. Сегодня стартовала неделя науки, техники и производства школьников. В этом году она посвящена Году нравственности, воспитания и культуры и 55-летию Республиканской детской инженерно-технической академии «Алтын-Түйін». Программа этой недели обширная. Школьников ждут конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, встречи с выдающимися учеными, изобретателями, экскурсии на фабрики и заводы. Торжественное открытие сегодня состоялось во всех районах столицы. Проходит это по всем районам. Значит, в Ленинском районе проходит на базе станции юных техников Ленинского района. Первомайский район проходит на базе 28-й школы. Свердловский район на базе 33-й школы гимназии. Здесь проводится на базе 39-й школы. То есть здесь мы проводим, это будет выставка работать в течение недели. Здесь будут ребята показывать все свои технические навыки, что они делали на кружках, какой интерес проявляли. И как бы это будет выставочные работы, наилучшие работы по технике учащихся. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.